Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Всем еще раз здравствуйте, здравствуйте, говорим мы снова. Сегодня в последнем заключительном матче игрового дня, большого игрового дня, мы будем смотреть матч, который решит судьбу двух команд. Команды Кузбасс и команды Казахстан. Вот именно на этой арене это все сейчас и случится на ваших глазах. Для обеих команд это очень важный матч за выход в полуфинал. И рассказывать о ходе матча предстоит нам с моим коллегой. Сергей Пичугин будет комментировать и Егор Филатов. Егор, здравствуйте, расскажите нам все, что вы можете нам сказать по поводу сегодняшней заключительной встречи этого дня. Приветствую зрителей, приветствую тебя, Сергей. Да, игра ключевая на групповом этапе в группе А. Определяется второй полуфиналист. Команда Дальневосточного федерального округа ранее обеспечила себе первое место в этой группе. И сейчас команды Кузбасса и Казахстана находятся в том положении, когда победа в этой встрече обеспечит им также выход в полуфинал. Напомню, что также в этом квартете играла команда Якутии, но якутяне, обыграв Кузбасс в серии буллитов в первом матче 3-2, потом потерпели два поражения от Казахстана, крупно 0-11, и от Дальневосточного федерального округа со счетом 1-7. И сегодня в матче между Кузбассом и Казахстаном как раз заключительным в целом на групповом этапе определится, кто будет играть в полуфинале с уже известным соперником. Это команда Уральского федерального округа. Что нужно сказать? Кузбасс на турнире провел два матча. Сыграли с Дальневосточным федеральным округом, проиграли в овертайме 3-4. И Якутии, как мы уже говорили, по буллитам 2-3. Таким образом, в активе есть только 2 очка. У команды Казахстана одна победа, 11-0 над Якутией. Это 3 балла. И поражение в основное время от Дальнего Востока 3-7. Итого на 1 очко больше, чем у кузбасской команды. Соответственно, сегодня Кузбассу просто необходимо побеждать вне зависимости в основное или дополнительное время, потому что в случае победы просто будет подоб показателю такому, как победа в личной встрече, будет преимущество у кузбассовцев. Ну а Казахстан тоже устроит любая виктория в основное или дополнительное время или буллиты, это абсолютно не важно. Так что, я думаю, нас ждет максимально интересный матч, максимально напряженный. Видимо, Илью Захарова и Евгения Кузьменко, это тренерский штаб кузбасской команды. И даже чувствуется, что и они волнуются, ну а сборную Казахстана возглавляет Георгий Верещагин, помогает ему Даниил Лысый. И вопреки фамилии видим, что ни один из тренеров, все тренеры имеют прическу на голове. Состав команд на ваших экранах, да, мы с ним познакомимся по ходу матча. И давайте еще отметим тот факт, что Казахстан перед этой встречей имел день отдыха и восстановления, а у Кузбасса сразу 2 дня выдалось на то, чтобы подготовиться к этому матчу. Так что это тоже, возможно, будет иметь какое-то значение по ходу этой встречи, но мы будем видеть это уже по факту. Пока есть ощущение, что Казахстан после первой проигранной игры Дальневосточному федеральному округу нашел свой ритм, нашел свою игру и здорово провел встречу с Якутией.
Ну, а Кузбасс пока напротив. Вот два проигранных матча. Все, что мы увидели, это неплохая игра в обороне, неуступчивость и нехватка, наверное, голеадоров. Вот тех людей, которые будут забрасывать шайбу в чужие ворота. Вот если такие появятся сегодня, то, конечно, это значительно облегчит задачу сборной Кемеровской области. Но хочу отметить один интересный факт, что на двух матчах команды Кузбасс присутствовали менеджеры и там консультанты на скамейке. У Кузбасса сейчас там только тренеры. Поэтому вот такой ритуал соблюли команда Кузбасс. Ну, посмотрим, как это поможет Кузбассу. Ну, с одной стороны, это тоже верно. Да, сейчас уже будет построение команд. И после гимнов России и Казахстана начнется эта встреча. Встреча, которая наверняка будет с очень интересным сюжетом. Вот этого в первую очередь хочется, потому что спортивные драмы все любят за то, что в них шикарные развязки. Вот сегодня у группы А может быть действительно развязка шикарная. Посмотрим, как команды к этой встрече подойдут. И Казахстан уже на своей синей линии, Кузбасс тоже настрой есть. И пошли ребята выстраиваться. Сейчас прослушаем два гимна и начнем смотреть хоккей. Антон, а судьи есть? Шерон. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Да пребудет с нами игра, уважаемые зрители, красивая и зрелищная, результативная, хорошая. И много еще эпитетов можно подобрать. Будем смотреть
Ну, Егор, и вам слово. Да, капитаны команд приветствуют бригаду судей. Напомним, что на эту встречу обслуживают Илья Говорин и Максим Шерер. В качестве главных арбитров линейными назначены Кирилл Федосеев и Антон Филиппов. Состав команд. Команда Казахстана. В воротах Данай Шаиков, номер 25. Первая пара защитников, 10-й номер Никита Сидоренко, номер 4 Раты Дурглишвили, нападающий 16-й Айтуар Нуржанов, номер 18-й Алишер Саркенов и 6-й номер Корнеев. Айтуар Нуржанов, капитан команды. Сборная Кузбасса. Сегодня в воротах номер 31 Василий Павлинский. Он уже защищал ворота команды Кузбасса в первом матче. Во втором Михаил Броников появился, но сегодня вновь ставка делается на Павлинского. Первая пара защитников кузбасской команды. Ян Тиняков, номер 96. Номер 17 Виктор Титяйки, нападающий 11 Егор Хананьяев, капитан команды. Номер 20 Даниил Прохачев и номер 87 Семен Герасимов. Еще раз напомню, что сборную Казахстана возглавляет Георгий Верещагин. Команда Кузбасса Илья Захаров. Стартовое вбрасывание за Казахстаном. Шайба в зоне кузбасской команды. И сразу Корнеев, передача, бросок. Павлинский отражает его. Опаснейший момент сразу на первых секундах этого матча. Ну, я думаю, что вот этот момент с волнением предстартовым, да, нужно Кузбассу как можно скорее нивелировать, избавиться от него. В чужой зоне Хананьяев, бросок с острого угла, и Шаиков сейчас будто бы не ожидал такого развития событий. В последний момент лишь отразил шайбу щитком. Тут досталось Корнееву на своей синей линии, не было нарушения правил. Дурглишвили пошел в чужую зону, передача вдоль ворот, никто на нее не откликается. Нервная минута у нас выдалась с началом стартового вбрасывания. В принципе, укололи команды друг друга уже бросками по воротам. Ну, так скажем, у Казахстана гол поострее. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Идут вперед кузбассовцы. Здесь не удалось сохранить владение в чужой зоне. Второе звено сборной Казахстана. 9-й номер защитника Аргын Мукашев. Номер 11-й Санжар Ибрагим, нападающий 17-й Алихан Бакыт. 23-й Тимур Миндубаев и номер 24 Александр Симакин. У Кузбасса 27 номер Валерий Володеев. Опасный момент, бросок с середины зоны выше ворот. Симакин зарядил. С Володеевым действует 4 номер Тимофей Дудченко. Нападающий 9-й Кирилл Богданов, номер 22 Дамир Атнагулов и номер 72 Сергей Воронов. Кузбасс сейчас, да, в своей зоне пока не очень удачно действует, и очень настырны казахстанцы, пытаясь шайбу забрать в чужой зоне. Третье звено сборной Казахстана, 22 номер защитник Алдер Калилхан. Но, насколько я знаю, он сегодня встречу пропустит, он дисквалифицирован на 2 матча за потасовку в предыдущей игре. Номер 8 Данил Медведев. Проброс. Тройка атаки. 13-й Артур Глухих. Номер 5-й Бексултан Макыш. Номер 7-й Данил Дронов. Смотрим атаку сборной Казахстана. И бросок с середины зоны от Симакина. Ну, выше ворот. У Кузбасса защитники Никита Вагнер, номер 37 и его 77-й Андрей Мурылев. Нападающий номер 5 Артем Лычко. Номер 35 Евгений Ершов. Номер 97 Данил Фролов. Сейчас борьба в средней зоне, и Макыш входит в чужую. Нет, не удалось Казахстану эту атаку превратить во что-то. Классный силовой прием. Попадает под него Лычко, и мощно так его встречает Аргын Мукашев. В зону.
потеря у Бакыта. А это проброс у сборной Кузбасса. Седьмой защитник у сборной Казахстана. Это номер 3 Никита Ломака. Еще раз смотрим классовый прием против Лучков в исполнении Аргына Букашева. Четвертая тройка атаки, 21-й. Дильхан Беккиреев, номер 19-й. Амир Алпкарин и номер 15-й Давид Карапетян. Также заявки 12 номер Русланбек Карим. Он под 12 номером. И запасной голкипер Танирхан Алпызбаев. Еще момент хочу сказать про Евгения Ершова. Это игрок сборной Кузбасса. Нынче он получил подарок. И подарок в ходе голосования на лучшего спортсмена дня. Он выиграл. Это было 26-го, если не ошибаюсь, февраля. Поэтому ВКонтакте вот ему прислали какой-то подарок. Ну, а какой мы можем только догадываться, но... Надо, Сергей, отметить, да, что в социальных сетях очень активно освещаются события игр Дети Азии. Есть в ВКонтакте профильная группа Международные игры Дети Азии в Кузбассе. И действительно там есть и новости, и розыгрыши, и голосования, и опросы, и вообще все, что... И трансляции самое, что главное. То есть можно следить за ходом соревнований. Так что, друзья, добро пожаловать. Ну а также вам в помощь всегда в расписании соревнований, в просмотре трансляций сайт kuzbas-2023.ru. Это официальный сайт игр Дети Азии в Кузбассе. Так что досталось Кананьяеву. Не было нарушения. И атака сборной Казахстана. Данил Дронов чужую зону потерял. Герасимов пошел вперед. Не против. Бросок он наносит. Не стал обыгрывать в этом эпизоде Сидоренко. Ну, опять у нас такое начало матча в игре Кузбасса. Вообще, в игре кузбасской команды у нас всегда начинаются матчи очень с большими скоростями, с множеством моментов и с таким стартовым волнением. Да, действительно, мандраж присутствует, это очень хорошо чувствуется, но похоже, так пытаются кузбассовцы адаптироваться. Ой, здорово сейчас Нуржанов на правый край атаки, но третью передачу здорово в своей зоне Тимофей Дученко сейчас действует у Кузбасса. Вернулся, перекрыл направление. Шайба за воротами Павлинского. Нужно Атнагулову шайбу из зоны выводить. Завозился с ней, добил сейчас бросок. И Павлинский шайбу забирает. Быстрый бросок и спокойная работа голкипера. Я закончу составом. Владимир Качев, 74 номер, защитник сборной Кузбасса. Павел Бортников, номер 88. И атакующие игроки, еще не представленные в этой встрече. Это Тимофей Казбанов, номер 23. Марк Кали, номер 71. И Владислав Жуликов, номер 14. Запасной голкипер сегодня Михаил Бронников под 70 номером. Да, у Кузбасса на правах хозяев соревнований, конечно, я думаю, такие турнирные амбиции, они довольно высоки. Они и были, и остаются, несмотря на то, что 2 матча стартовых проиграны, потому что шансы на медали есть до сих пор, и они не просто не призрачные, а все в руках кузбассовцев. Поэтому с этим нужно хоккеистам из Кемеровской области, составленным, кстати, в основном из воспитанников школы хоккея «Металлург», город Новокузнецк, как раз таки вот здесь полная чаша арены, которая болеет за кузбассов. Вот как думаешь, насколько это давит? Или это наоборот работает в плюс команде? Ну, это может работать как в плюс, так и в минус. Честно говоря, если поддержка трибуны активна, это помогает маленько снять напряженность и снять волнение стартовое. Вот, пока трибуну мы не видим, и здесь очень много представителей разных команд, команд хоккейных, команд фигурного катания, вот мы видели, тоже присутствуют ребята, спортсменов, поэтому все зависит от поддержки. Если прям будут команду поддерживать болельщики на трибунах, я думаю, что все получится у Кузбасса. Ну и опять же, здесь нужна максимальная концентрация в этом матче, вот прям максимальнейшая концентрация, как и Казахстану в том числе, так она и Кузбассу нужна. Очень важно, кто в этой встрече откроет счет. Вот этот момент сейчас
Наброс, и снова Павлинский здорово. А перед ним, между прочим, был совершенно одинокий Бексултан Макыш. И свой пятак нужно повнимательнее охранять в обороне сборной Кузбасса. Наброс от синей линии Дурбишвили сделал. Ровно 6 минут сыграли. Но вот, да, вот этот стартовый отрезок, он уже позади. Впереди 54 минуты как минимум игрового времени. А учитывая, что у нас пока ни одна игра с участием Кузбасса не закончилась основное, сегодня я бы тоже ждал такой вязкой борьбы. Бросок. И Павлинский выручает добивание. Снова Павлинский. Вот с первых минут Казахстан прям активно идет в атаку. Мы видим, что по броскам уже 6 бросков нанесли против 3. Поэтому здесь вот четвертый бросок Кузбасса. Да, но мимо ворот Шаиков даже не вступал в этом эпизоде в игру. Сейчас Кузбасс пытается прессинговать в чужой зоне. И потеря у Казахстана в средней зоне. Впрочем, Кузбасс отвечает потерей на потерю. Командует смена Евгений Кузьменко. Да, очень активные тренеры на скамейках у обеих команд. И Евгений Кузьменко там буквально уже дирижирует составом. Ну, 2007 год это его парни, он их ведет вот по этому сезону, а именно на турнире Дети Азии тренерский штаб усилили Ильей Захаровым, который возглавляет команду юношеской хоккейной лиги. В чужой зоне кузбассовцы. От борта бы отклеится, но пока вот бросок может быть от синей линии. Высоко подставлена клюшка, и сейчас нельзя игрокам Кузбасса трогать шайбу, да. Казахстан ее называет первого на пятаке. Попытался Герасимов подзащитника бросить. Да, фаул. борьба прямо у нас сегодня, что нету свободных зон. Так, вот мы видели, что дают побросать кузбассовцы казахам, но пока здесь все пока поровну. Ну, или практически поровну. Ну, я бы такое преимущество территориальное отдал бы сборной Казахстана в начале матча. Но Да, чувствуется, согласен. что Кузбасс пытается инициативу перехватить. С другой стороны, как мне кажется, комфортнее Кузбасс играть вторым номером. Вот так вот соперника прихватывая, плотно действуя в своей зоне, не создавая разрывов. Потому что если появится у сборной Казахстана свободный лед, то там уже можно будет говорить «пиши пропало». Но опять же посмотрим, как будет развиваться игра. Возможно, в какой-то момент матча придется раскрываться той или другой команде. Ой-ой-ой, аккуратнее нужно в своей зоне сейчас Володееву. Потерял равновесие на пятачке, но вовремя опомнился и успел в шайбу сыграть. Полные трибуны у нас на стадионе. Просто нет свободных мест. Да, но здесь надо сказать про особенность арены Кузнецкий лед. Полные трибуны не означают там многотысячный аншлаг, а 330 зрителей вмещает эта арена. Но вот именно в этих условиях, если 330 человек начнут болеть, скандировать одну команду, то это будет прекрасно слышно и будет действительно ощущение большой арены. Пока молчат болельщики. Не, ну слышно их, конечно, волнуются, особенно родители. Здесь в основном-то родители и близкие родственники спортсменов. Казахстан в атаке, пытается сейчас забрать шайбу, но здорово, очень здорово действует Артем Лычко. Он сейчас и корпусом поработал, и в силовую борьбу выиграл, и шайбу сохранил для своей команды. Теперь вопрос за тем, как перейти в атаку. Казахстан тоже пока, смотрите, прессинг не идет особо, встречает на чужой синей линии одним человеком только. И вот шайба перешла за отсутствием идей по развитию атакующих действий. Длинная передача вперед, и там никто не зацепил за шайбу. У кузбассовцев снова игра перемещается в зону хозяев Кузнецкого льда. Здорово, Лычко снова вошел в чужую зону, пробросил на своего борт, подобрал. Скидка на Казбанова. Тимофей выбирается оттуда. Еще попытка обыграть, но это, наверное, лишнее уже было движение. Можно было и защитников включить в этой ситуации. Ответная атака сборной Казахстана. Шайба перед воротами, но здорово опять Кузбасс без... А здесь остановка, да, высоко поднятая клюшка у Владислава Жуликова. Да,
Да. Есть ошибки, конечно, сейчас у команды Кузбасс. Вот из зоны выйти не смогли, упали, что-то вот. Но Казахстан пока смотрится очень неплохо, я скажу. И с царем в голове, будем говорить так. Выброс из зоны пытался Павлинский сделать, не получилось. Наброс на ворота блокируют кузбассовцы. Это Калинин сделал. Шайба вышла из зоны. Лукашев, пас вперед. Не будет проброса. Нужно ускоряться. Вагнеру. И вот подхватывает шайбу в средней зоне Фролов. Попытка бросить из-под защитника. И ее эту попытку блокирует Санжар Ибрагим. Момент! Момент и нет броска. Шайба на пятаке была в какой-то момент бесхозная. И туда устремились игроки одной и другой команды, положили вне игры у Казахстана. Свистка нет, потому что вышли из зоны вовремя, не касаясь шайбы. Вброс в зону. Пархачев подставил Клюшку под длинную передачу. Бурджанов. И здесь есть прорыв по правому краю. Саркенов, бросок, гол! Открывает счет Алишер Саркенов. Казахстан выходит вперед на 12-й минуте этого матча. Но вот одно. Выигранное недоборство на правом краю атаки. И есть возможность для броска. Павлинский в этой ситуации шайбу задевает, но не ловит. Кузбасс в роли отыгрывающихся первый раз, по-моему, в 2 матчах. Нет, сборные Якутии уступали, но потом перехватили инициативу и в концовке могли выцарапать победу. Сейчас 0-1. 0-1 и останавливает шайбу Василий Павлинский. Тяжеловато, да, тяжеловато, конечно, хозяевам площадки. И еще раз говорю, мне кажется, что вот во весь рост свой уровень показать все-таки вот именно вот это давление оно мешает. Сейчас подхватывает шайбу в средней зоне Сергей Воронов и неплохо бросил, но блокером Шаиков, вратарь Авангарда 2007. Основной вратарь Авангарда 2007, он отбивает. И идут вперед. Сборная Казахстана вновь. Симакин здорово борется, но шайбу не сохраняет. И не будет проброса у Кузбасса, потому что, ну, конечно, мог в эту шайбу играть Сидоренко. Как мы знаем, еще у Казахстана великолепное большинство на этом турнире. Уже 7 шайб забросили подопечные Георгия Верещагина. Так что это тоже очень важный момент, который нужно Кузбассу держать в уме. Поменьше нарушать правила. Улетела шайба на трибуны, неподалеку от комментаторской позиции приземлилась и досталась болельщику на сувениры, который точно знает, что не нужно возвращать ее. И мы понимаем, что это болельщик Кузбасса в таком случае. Да-да. 13 минут ровно сыграли команды. Неплохо разбирает в средней зоне Казбанов, но и жестко пошел Мукашев в силовой прием. Так руками вперед, на самом деле за это можно и пару минут получить за грубость. Кузбасс аккуратный подкид для шайбу из зоны выводит. Здесь успевают друг друга подстраховать кузбассовцы. Казбанов на Жуликова. Жуликов. Ответный пас на Казбанова. И Данай Шаиков в игру вступает.
Ну, есть, кстати, пространство и есть зоны свободные, просто вот пока не могут как-то расставиться правильно игроки Кузбасса для того, чтобы покомбинировать в зоне у Казахстана. Ну, как мне кажется, гости пока уверенно контролируют, по крайней мере, свою зону. Довольно-таки неплохо действуют в обороне. Поэтому нужно придумывать что-то принципиально новое. Или где-то обыгрывать один в один и создавать пространство. О, Должно быть удаление, нет? нет, не должно быть жесткий силовой прием. Просто разница в антропометрии. Одним плечом играет, а у другого на этом уровне уже затылок находится. Поэтому, тем не менее, все равно, конечно, нужно... Казахстан играет жестко, но прям по вот этой игре не ходит. В какой-то момент могут ее и перейти. Снова атака. Атака от хоккеистов Казахстана. За ворота там не дали пройти. Сейчас передача на пятачок тоже. Карапетян, Тоже скидка на защитника, да. Бросок и шайба на пятаке. Павлинский шайбу фиксирует. Валидольненько. Сейчас А как в зоне... иначе? Да. Серия рикошетов, отскок, прием на конек. И вот добивание. Справляется Павлинский. Адильхан Бекиреев атаковал. Ну и тот факт, что у Казахстана 3 пары защитников осталось с учетом дисквалификации Алдияра Калилхана. Может так на дистанции матча в 60 минут все-таки сказаться. Включились болельщики. Здесь жесткий свой прием. Вот как Казахстан встречает, так сейчас и Ян Тиняков в чужой зоне действовал. Держит шайбу парни в синем. Хозяева Кузнецкого льда пока тут Герасимов не пошел почему-то сейчас в эту шайбу. Хотя, по-моему, напрашивалось там усиление прессинга. Прокачев. Нет, не удалось сохранить шайбу. Здорово зацепился Герасимов, но этого тоже было мало. Пытается прорваться сквозь двух соперников. Опасный бросок наносит сейчас. Очень неплохо смотреть, что в первых двух матчах Миндубаев. И вот сейчас снова он отметился индивидуальными действиями. Да, контролирует шайбу сборная Казахстана. Там удается Кузбассу сыграть на подборе, но все равно под контролем она остается у Казахстана, и это вне игры. Да, Артур Глухих залез в положение офсайд, вернее, залез его партнер. А Глухих, несмотря на это, решил продолжить свой путь в зону соперника, не знаю на что надеясь. Четыре минуты ровно до перерыва. Пока вот самая основная проблема хозяев сборной Кузбасса в том, что нет в зоне атаки. Ну, практически нет моментов. Если что-то возникает, то на каких-то отскоках, но этого недостаточно. Идут вперед кузбассовцы. Хорошая короткая передача на входящего. А дальше нет, дальше забуксовала атака. Не удалось Богданову ее продлить. Проброс. Казахстан тоже ошибается. Дургалишвили смотрит на партнеров, которым адресовалась эта передача, и разводит в другие стороны. Почему нет рывка? Смотрим момент с броском Миндубаева. Это бросок поворотом. Не то чтобы опасный, но, знаете, хоть что-то. А вот здесь Шаиков не очень удачно действует, а потом еще и отмахивается от игрока Кузбасс, который шел на добивание. Ну, здесь всегда в этих случаях законы хоккейные охраняют вратаря, поэтому еще раз смотрим. Не сразу фиксирует шайбу. Лычко не стал добивать, а вот подъехавший партнер, по-моему, Казбанов, он попытался.
Жуликов Рахтинужанова на вбрасывании. Капитан сборной Казахстана на точке лучше в этом эпизоде. Есть возможность выйти в атаку у гостей. Пас вперед. Не дотягивается до этой передачи автор первой шайбы Саркенов. А вот здесь что? А вот здесь бросок с разворота. Подбор Саркенова. Еще одна передача на Корнея Корнеева. И вот не закрывают левый край кузбассовцы. Там всегда есть игрок слева. И на него постоянно играет сборная Казахстана номер 16. Вот у Казахстана располагается всегда левее. И там... Это центр-форвард, да. То есть с ними не доигрывает, это получается центр-форвард кузбасской команды. Раз. Здесь хороший силовой. Вот потихоньку через такую, да, через силовую борьбу тоже можно находить, ощущать уверенность в себе. И это заводит и партнеров на скамейке в том числе. Так что лавки тоже нужно у Кузбасса прям ожить. Под контролем эта шайба у сборной Казахстана. В своей же зоне они пытаются начать атаку. Но вынуждают Кузбасса раскрываться, да? Да. Вот сейчас 3-2, пожалуйста, выход есть. Обыгрыш, момент, а нет, броска-то не последовало, попытался уже завести ворота Алихан Бектереев шайбу. Атака продолжается. Бектереев снова оставляет шайбу партнеру. Это Дронов. Заманивают они такой тактикой в себе в зону. Опасно. Бросок. Очень опасно. Давайте потом поговорим об этом. Сейчас опять бросок. Пауза будет. И скажем о стратегических действиях сборной Казахстана. Дронов. Передача на пятачок. Никто на нее не отвлекается. Пока атака сборной Казахстана не просто затяжная, а уже просто перманентная. По последней минуте первого периода большое преимущество такое игровое у Казахстана образовалось во второй половине 20-минутки. Смотрите, не могут вывести из зоны свои кузбассовцы. И тут тоже активно прессинг навязывают. И все равно шайба под контролем остается. У Казахстана 30 секунд еще играть в первом периоде. Снова в зоне. Дурбекшвили получает силовой прием. И последняя атака в периоде будет за Кузбассом. Если, конечно, сейчас не последуют ошибки. Передача на правый край атаки. Вброс в зону, а дальше подбор уже за Никитой Ломака. Да, последнее мгновение у нас не предвидится изменений в счете в первом периоде. 1-0. Казахстан ведет у Кузбасса после 20 минут. У нас перерыв и интересные моменты первого периода. Никуда не уходите от своих экранов.
Приближается начало второго периода в матче между сборными Кузбасса и Казахстана в рамках хоккейного турнира вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». После 20 минут команда Казахстана ведет со счетом 1-0. И статистика первого периода такова, что больше Казахстан тревожил Василия Павлинского, чем сборная Кузбасса Даная Шаикова. 10 бросков в створ. Если казахстанцы, Кузбасс всего 4. Браться меня поровну 8-8, силовых приемов больше у хозяев. 6 против 5. Но вот именно в этом компоненте силовой борьбы Кузбасс поначалу уступал, но впоследствии стал на равных играть. Посмотрим за игрой во втором периоде обеих команд, конечно. Но пока казахи переиграли в первом периоде команду Кузбасс. Что будет во втором, Егор? Как вы думаете? В первую очередь нужно добавить Кузбассу в атакующих действиях. Очень не хватает идей именно при игре на чужой половине площадки. Здесь проброс. Ну вот сейчас шайба сама оказывается в зоне Шаикова. Казалось бы, выигрывай вбрасывание. Доводи на синюю линию, иди на пятак, копай, все что угодно делай. Но пока у Кузбасса не получается. Пока не получается. Сейчас Хананьяев на точке вбрасывания. Два капитана, Нуржанов и Хананьяев, поборются за шайбу. И достается команде Казахстана владение. Саркенов. Корнеев на правом краю атаки упал. Хотел равновесие и не сумел в этой ситуации обострить. Вот опять пошла силовая борьба. И это хит в исполнении игроков Кузбасса. Да, на самом деле кузбассовцам нужен всего лишь пока один гол, да, им же важно не проиграть в основное время, а там уже цепляться за результат. Так что не стоит отходить от своей осторожной игры в собственной зоне. Повнимательнее там действовать, конечно, но при этом не помешало бы, да, найти какие-то слабые места в обороне Казахстана. Вот, например, потеря, вот момент, бросок. Шаиков выручает. Еще раз просил передачу Дамир Атнагулов. Ну, появилась смелость у игроков Кузбасса и настырность. Должно быть удаление, подножка, нет? Нет, тут нарушение правил по мнению арбитров. Руки они не поднимают, поэтому игра продолжается. Богданов. Здорово качает. Сейчас здорово действует Богданов и спасает Шаиков чуток, выставив и тем самым отразив шайбу, отправленную нападающим кузбасской команды в дальний угол ворот. Да, хороший момент. Да и хорошее начало периода от Кузбасса. То, чего не было в первом периоде абсолютно. Здесь очень жесткий силовой прием против нападающего кузбасской команды Сергея Воронова провел Александр Симахин. Воронов. Шайба не вышла из зоны хозяев. Симахин. Его тоже здесь Атнагулов встречает качественным хитом и перехват. Вот она смелость, вот она скорость. Это уже что-то. Потеря. Это сейчас может обернуться выходом, но не отдали передачу. Глухих совсем не увидел партнера, судя по всему. А Кузбасс теряет шайбу в своей зоне, но тут раскрылись, да, маленько. И сразу моменты пошли на встречных курсах. Это опять слева в зоне один игрок у Казахстана. С левого края. Никто его не закрывал. Могла последовать передача, затем опять опасный момент могли создавать сборная Казахстана в зоне Кузбасса. Бакыт провел борьбу, но здорово против Дученко действует, сохраняет шайбу, короткая передача. Еще один пас. Лычко проходит мимо соперника, тут его силовым приемом остановил, потерял Лычко скорость и шайбу тоже. Еще одна атака Кузбасса. Передача через ворота, но не прошла. Ну, Кузбасс не играет через защитников. Вот сколько так уже видели. Все вперед. Защитники пустые остаются на синей линии. Максимум закрыть зону. Ну, игра вот так строится у Кузбасса. Неплохой бросок.
бросок ниже, то что-то из Казахстана пытаются сейчас еще и провокационные моменты, да, Мукашев там что-то высказывал. Из Кузбасса здорово Лычко останавливают. Но и кузбассовцы не лыком шито пошли вперед все равно. Во втором периоде, да, появились моменты, и появились они с самого начала второго периода, и по сию секунду вбрасывание будет в зоне Казахстана. Соглашусь, что надо чаще включать синюю линию. Другой вопрос, что в антропометрии, справился, Кузбасс проигрывает сопернику. Крупнее ребята из Казахстана, и на пятачке сложно. Корнеев, перехват. Саркенов, выход 2 в 1. Саркенов, бросок в одно касание. Нет. И здорово Павлинский сразу перекрывает угол, возвращаясь. Удаление будет у сборной Кузбасса. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. Наказом будет Виктор Титяйкин. Это Андрей Мурылев. Две минуты большинства, и это очень тревожный момент для хозяев, потому что мы говорили, большинство Казахстана фантастическое. Кузбасс выбрасывает шайбу из зоны сразу же, она в средней. Глухих попадает под силовой прием, с трудом поднимается. Ошибка в зоне. Да, Хананьяев здорово сейчас не пропустил соперника мимо себя, но осуществить полноценный перехват не получилось. Вот Казахстан нашел разрыв и вход в чужую зону. Атака численным преимуществом, но будут Тарастанов вставать. Миндубаев на правый край атаки. Там Медведев за ворота. Глухих. Неудачный прием от Бакыта. И пошел вперед Прохачев в меньшинстве. Бросок издали. Справляется, естественно, Шаиков, потому что слишком дальнее расстояние для того, чтобы не успеть реагировать. Ну, вот эту пятерку Казахстана мы помним по предыдущей игре. И, кстати, численное большинство эта пятерка дважды реализовала. И эти комбинации все уже наиграны. Мы видим уход за ворота, перепасовка и потом передача на пятак. Вот так действовали в предыдущих играх казахи. Сегодня что-то похожее наблюдаем. Вот момент для броска. Блокирует раз. А дальше Павлинский все-таки фиксирует шайбу у себя. Эдуард Нуржанов атаковал с пятачка. 30 секунд до появления Андрея Мурылева. Первый бросок здорово заблокировали кузбассовцы. Это в своей зоне неплохо действовал Тимофей Дудченко. Попытка выбросить Дурглишвили. Сейчас, да, закрывает борт. Корнеев. Саркенов. Снова Корнеев. Шайба выйдет из зоны. Дурглишвили откатывается. Сразу хорошая передача вперед. Саркенов на Нуржанова. Бросок и гол за 3 секунды до выхода Мурылева. Сборная Казахстана увеличивает преимущество в счете 2-0. Айтуар Нуржанов. Были близки кузбассовцы к тому, чтобы выстоять, но не сумели этого сделать. Причем это была уже атака сходу. Такая заключительная в этом розыгрыше большинства. В этой ситуации не забили гол. Зато уже в следующей атаке удалось. Положение вне игры.
не удалось Кузбассу войти в чужую зону, но вот так вот две шайбы, на самом деле, в хоккее 1-2, большой разницы нет. Тебе нужен гол, чтобы появилась уверенность, чтобы перевернуть характер матча. Так что у Кузбасса по-прежнему основная проблема — это отсутствие заброшенных шайб. А Казахстан в прошлый матч, отыгравший на 0. Сейчас пока тоже без неприкосновенности. Здесь падения нет, нарушения правил. И Шайиков шайбу прижимает. Докатилось до него без боя, без броска, без момента. Бросок. Зацепил шайбу Шаиков ловушкой. Перехват, и идет вперед Миндубаев. Дудченко попытался его. Ого, в штангу попал сейчас Миндубаев. Опаснейший момент. Неплохо от Нагулов. Входит в чужую зону, угрожает броском и смещается в закругление. Наброс. Аккуратно перед собой отбивает сейчас голкипер сборной Казахстана. Видит, что только один перед ним полевой игрок, партнер. Миндубаев, бросок в дальний угол из-под защитника, но не попадает. Да, сейчас, когда будет пауза, обязательно повторим гол сборной Казахстана. Да, здорово, там Бурглишвили отдал передачу, и Нуржанов получил на синей линии, сразу пошел к воротам и неотразимо бросил. И вот много моментов, микромоментов создают сборная Казахстана. И вот из этих микромоментов голы получаются. Да, пока получше в борьбе выглядит именно сборная Казахстана. Кузбасс старается не уступать, Кузбасс проводит много силовых, но вот микростыки, смотрим еще раз шайбу Нуржанова, это уже самый-самый финал бросок. И гол. Но уже показывал, что может уехать за ворота, и дождался, пока Павлинский все-таки опустится и отправил шайбу туда, над ними. Неудобно для как-то прям высоте. Корнеев. Не пускает свою зону от соперника. Павел Портников. Лычко. Бросок! Мощно Бортников приложился. Шайба так соблазнительно катилась на синюю линию, что у защитника не было вариантов. Ну и хорош Данай Шаиков, который поймал ее ловушкой. Еще раз смотрим. И ложились под шайбу сразу двое хоккеистов сборной Казахстана. Тоже этот факт надо отметить. Самоотверженность. Самоотверженность, да, конечно. Выбрасывается из зоны, Казахстан выигрывает, но шайбу не выводит. Пас на пятачок. Ну, не получилось в этой ситуации у Мурлева, по-моему, борьбу выиграть. Но еще наброс шайбу летит выше. Еще выше гораздо. Отскок на пятаке шайба и забирает ее Данай Шаиков. Удаление будет у нас. Наказан Аргын Мукашев за толчок соперника клюшкой. Вот он и воспитанник Барыса, 15-летний защитник команды из Астаны. Большинство у сборной Кузбасса первое, но это тоже шанс. Да, безусловно, шанс, который
может во что-то превратиться. Хананьяев выиграл вбрасывание в чужой зоне, но сразу на игрока Шаевой пошла сборная Казахстана. Прокачев. На синюю линию. Обратная передача. Прокачев. Здорово разыграно. Герасимов. Бросок. Бросок не очень удачный, но и Шаиков позицию выбрал верно. Это хороший розыгрыш от Кузбасса. Да, ну и паузу какую сделал нападающий Кузбасса. Да, уложил соперника на лед, улучшил позицию, но не улучшил при этом прицел своего броска. Но буквально весь Казахстан там под шайбу эту бросился. Здесь не ошибаться. Герасимов. Для партнера. Богданов прессингует в чужой зоне. Дудченко ставит спину. Разворачивается на Богданова. Сейчас Кузбасс двигал Шаеву под контроль. На синей линии Синяков направо, попытка быстрого броска. Наверное, от Нагулов так же. Вот бросок выше ворот. Заряжает Фролов. Еще бросок Синяков. Добивание. Нет, не будет добивания здесь. Казахстан выигрывает борьбу. Снова Синяков. Вот к вопросу о том, чтобы почувствовать шайбу, почувствовать лед, преодолеть какое-то волнение. Кузбасс в игре, и значит, что мы, несмотря даже на 0-2, мы будем сейчас наблюдать очень упорную борьбу и активный прессинг со стороны Кузбасса. Но пока это помогает Кузбассу делать численное большинство. Но оно заканчивается. Не удалось реализовать его. Появляется Аргын Мукашев на площадке. Бросок из средней зоны. Богданов. Богданов молодец сейчас. Выиграл борьбу. Богданов! И уже Селенок нет, смену переиграл. Нужно меняться в первую очередь. Сейчас об этом подумать. Попытка еще одна вылезти на пятачок. Нет броска. В ответную атаку Давид Карапетян ведет сборную Казахстана. Его останавливают у борта кузбассовцы. Здорово на Лычко. Лычко, ну опять один в один с двумя соперниками. Шайбу потерял из-под контроля. От Нагулов потеря. Неплохо сейчас сохранил владение своей команды Жуликов. Жуликов и Ткачев был, он потерял равновесие, а шайбу в итоге не отдал сопернику. Пошел вперед Ткачев и потерял. Нуржанов, передача диагональная. Корнеев не сумел ее достать, а вот тут классный пас, Нуржанов нет, не бросит. Лычко. Вот опять некому поддержать атаку. И смена там еще началась. Казбанов поехал менять, у него клюшку выбили, поэтому он сразу на скамейку летел. Потеря. Здесь Кузбасс не дает сопернику убежать 1 в 1, но 3 в 2 есть атака. У сборной Казахстана Корнеев, Саркенов на дальнюю. И сейчас спас буквально команду Вагнер, подставив клюшку, хотя шайба и от своего могла залететь в ворота. Не было положения игры, сейчас тоже нет. Корнеев здорово играет сейчас в тело Павел Бортников. Удаление будет у сборной Казахстана. За задержку соперника наказом будет игрок сборной Казахстана. Это Корнеев. Еще одно большое большинство у Кузбасса. Ну, за 7 минут 24 до второго перерыва у хозяев по-прежнему нет заброшенных шайб. Они ой как нужны. Казахстан здорово защищается, но моментов в втором периоде появились и все больше их становится. Вот бросок. Отскок от Хананьяева, но
Неплохой розыгрыш сейчас предлагает Кузбасс соперникам. Не дают отдать передачу на синюю линию. Кананьяев. На пятачок с неудобный, казалось, дойдет пас. Не дошел. 2 в 1. Контратаку у Казахстана. Бросок, нет, полубросок, полупередача на партнера. Верещагин командует смена. Кузбасс входит в чужую зону. Тетяйкин через периметр. Богданов. Но оставляют шайбу в зоне кузбассовцы. Там за нее еще побороться надо, чтобы она не вышла. И расставиться, может быть. Ох, Кананьяев, хорошая передача, момент для броска, но Голкипер без клюшки. в итоге болевые Казахстана опять борьбу выиграли на своем пятачке и шайбу выбили из зоны. Богат у нас второй период на моменты, конечно. Но от Кузбасса реализации нет, а вот от сборной Казахстана шайбу мы уже увидели. Атагулов, перевод на другой борт. Богданов бросает, шайба попадает в игрока сборной Казахстана. Снова Богданов. Удаление. Еще один У сборной Казахстана. бросок, где шайба. И вот свисток. Втроем остаются. Раты Дурглишвили наказан. Я так понимаю, за неправильную экипировку, да? Сейчас у него расстегнута оказалась маска на шлеме. Защитная. Пять на 3, 11 секунд. Илья Захаров там быстренько, без тайм-аутов, чертит комбинацию. Ну сейчас, если не сейчас это преимущество реализовывать, то когда, Егор? Да, попытка. Да, за нарушение экипировки, все правильно. И не удается кузбассовцам в чужой зоне закрепиться, уже вчетвером Казахстан. Еще одно большинство, да, но в формате уже 4 на 5. Бросок. И опаснейший момент у ворот Шаикова, но опять некому добить. Лычко пошел в борьбу. И здорово 2 раза соперников сейчас Медведев обыгрывает бросок. Павлинский шайбу ловит. Да, 5 на 3 ничего не успели создать, но в формате 5 на 4 уже хороший момент. Смотрю на трибуну, да, здесь как же переживают родители. Они за каждого персонально, за всю команду в целом. Конечно, родители по большей части каких-то сборной Кузбасса. У каждого персональная группа поддержки, ну а в целом это целая торсида. Под зону Прокачева есть. Контроль он держит. Прокачев, момент! И снова голкипер сборной Казахстана выручает свою команду. Прокачев пошел индивидуально, продавил защитника. Вылез на пятак и бросил, но Данай Шаиков в полном порядке. Хорошая атака. В большинстве. Ну, могли там, кстати, еще в зоне встать и немножко эту шайбу подвигать в зоне Казахстана. Но вот такое решение. Вот сейчас надо любые варианты уже. Если видишь момент, вижу путь и имею решение, идешь на ворота и все. Минута до выхода Дурглишвили. Прокачев. Неудачная передача из ворот. И Казахстан убегает в контратаку.
Герасимов пытается сесть. Нет, Павлинский молодчик. Он щитки вовремя на лед положил. Тетяйкин. Диагональный перевод на клюшку сопернику. А тут Герасимов. Момент! Бросок! И отбивает Шаиков. Да так, что добить никому из кузбассовцев. Там было трое перед воротами, но... Да, я только что хотел сказать, что был вариант для передачи налево или направо, но принял решение бросать игрок команды Кузбасс. Синяков. Тоже бросок. Блокируется он. Еще попытка. И снова блокшот. Добивание с близкого расстояния. Бросок. В полном составе Казахстан. Дурглишвили выскочил на площадку. Герасимов в борьбе с соперником падает. Здесь не было нарушения правил. Да и действительно сколько можно. А это силовой прием от Хананьяева. Напоследок перед сменой. Нельзя Богданову трогать эту шайбу в офсайд. 3 минуты 10 секунд до перерыва. 2-0 Казахстан ведет. Игра, как мы предполагали, напряженная. Но Кузбасс по-прежнему не может разгадать, как пробить Даная Шаикова. Вброс в зону. Богданов идет прессинговать Мукашева. Тот спокойно играет через сбор. Согласно отработанным командам взаимодействием, нет проброса. Кузбасс пока из зоны выйти не может. Ну, смотрите, опять такая же комбинация у казахов. Абсолютно одинаковая. Попытка уйти за ворота, передача на пятачок. Если на пятачок шайба не проходит, игра через защитников. Вот, собственно, на чем строятся атаки Казахстана. Ну и неплохо, 2-0. У Кузбасса не получилось сейчас перейти в наступление. Шайба в чужой зоне, но под контролем сборной Казахстана. Неудачно действует в последней зоне Воронов. Лученко. Хорошо развернул направо Богданов. Почти получился обыгрыш. Он бы выходил на чистый лед перед чужими воротами, если бы сработало. Но шайба зацепила край конька. Положение... это проброс у сборной Казахстана. До перерыва остается 100 секунд. Падение Герасимова видим, нет там нарушения. И дальше Дурглишвили попадает под Хананьяева. Чемакин не вывел шайбу из зоны. Лычкова. Вышла, тем не менее, сейчас шайба в среднюю. А вот тут выход 3 в 2 у Кузбасса. Ну куда лезет Лычкова? Ну передачку можно отдать, Артем. Уже Казахстан в чужой зоне. За воротами Шаикова шайба. Забирают сборная Казахстана эту шайбу, хотя нет, поборолись за нее в зоне. И зону закрыли. На протыке сейчас здорово действует Миндубаев. Шайбу в чужую зону бросил. Полминуты до перерыва. Потеря. Ой-ой-ой, сейчас у Кузбасса едва не обернулась острейшей контратакой. Лычко неудачный пас. Момент.
Бросок. Корнеев, добивание. Нет, не получилось оно. Пас рукой фиксирует арбитр. И за 2 секунды перерыва вбрасывание будет в средней зоне. Одна шайба была у нас во втором периоде. Айтуар Нуржанов в большинстве отличился за сборную Казахстана. И довольно-таки по такой игре весомое преимущество у команды гостей будет у нас перед третьим периодом. Впрочем, хоккей знавал камбэки и не с таких промежуточных результатов, поэтому будет очень интересно посмотреть, насколько Кузбасс готов сражаться за полуфинал. Сейчас перерыв. Да, сейчас перерыв, ждем мы периода третьего, посмотрим, как команда Кузбасс на него выйдет. Ну а у нас интересные моменты периода второго, никуда не уходите.
Возвращаемся мы в эфир. Третий период и развязка матча противостояния Кузбасса и команды Казахстан. Сейчас будем наблюдать третий период, где решится путевка в полуфинал. После 40 минут Казахстан ведет 2-0. И во втором периоде сборная Казахстана свое преимущество в счете как раз увеличила до 2 шайб. До этого счет был минимальный. Но статистика второй 20-минутки. Здесь Кузбасс уже больше бросал, был активнее в чужой зоне. 15-11 по броскам в створ. По выигранным вбрасываниям тоже лучше хозяева Кузнецкого льда 11-6. Поровну по силовым приемам 4-4. Если смотреть глобально, то, наверное, Кузбассу не хватает много удачи и реализации моментов, конечно. Это ключевой момент. Сборная Казахстана сейчас играет уже так по счету довольно-таки осторожно в своей зоне, уповая на контратаки. Появились команды на льду и готовы начать этот период. Ну, может быть, он будет не заключительным, но в активе у Кузбасса сейчас 2 очка и у Казахстана тоже 2 очка. У Казахстана 3 очка. Казахстан обыграл Якутию в основное время и... По 3-бальной, если я все понял. Да, на 1 очко больше у Кузбасса. Именно поэтому Кузбассу так необходимо сегодня побеждать. И если это будет в основное время, то это позволит включить дополнительные показатели, хотя по ним, в случае чего Кузбасс Казахстана пойдет, если обыграет. Сразу с атаки начинают сборной Казахстана. Передача Нуржанов в сторону ворот, чтобы направлял, она не попала в створ. Чего себе тут столкновение. Хананьяев. Вроде бы парень не габаритный, но от него сейчас просто отскочил Саркенов, как горох от стенки. Герасимов. Герасимов прокатывается. Момент и гол! Кузбасс отыгрывает 1 шайбу. Прокачев сыграл на добивании и сократил отставание до минимума. Великолепная, молниеносная атака Кузбасса. И Шариков не выручает. Классный проход Герасимова, и Шайков делал все, чтобы выручить свою команду, но добивание это уже не его, скажем так, беда, а беда полевых игроков, которые не подстраховали своего голкипера. Прокачев отличился. И момент уже ответный. Мог Казахстан возвращать разницу в 2 шайбы. И сейчас простили хозяев площадки гости. Ну, вот так у нас начинается третий период. Заброшенные шайбы хозяев соревнований. Отыграли 1. Время есть, чтобы счет сокращать у Кузбасса. Ну, а Казахстан тем временем пытается попрессинговать в зоне у Кузбасса. Здорово принимает шайбу Богданов. Классно обработал и попытался обыграть, но великолепен был в своей зоне сейчас Аргин Мукашев. И снова кузбассовцы неплохо в силовой борьбе. В чужую зону уже ходят гости. Бросок не получается в этом эпизоде у Алихана Бакыта. Бакыш через борт. Ибрагим оставил шайбу в зоне Кузбасса. Дальше все-таки хозяева перехватили, идут вперед. Подопечные Захарова и Евгения Кузьменко далеко не ушли. Едва не перехватили казахстанцы эту шайбу. А там активен Евгений Кузьменко сейчас на скамейке у кузбассовцев. Эпизод остался, конечно, вне кадра, но очень активен был сейчас. И да, подсказ идет
весьма экспрессивный с кузбасской скамейки. И удаление. Удаление у сборной Казахстана. Разводит руки в сторону, не согласен Амир Алапкарин, но он зацепил хоккеиста сборной Кузбасса. И отправляется на скамейку штрафников. Да, теперь ситуация, конечно, как развернулась. Ошибка. Идет вперед сборная Казахстана. Саркенов бросок, и Павлинский выручает и оставляет шайбу на площадке. Да, и главное, не свистнули арбитры сейчас. Обычно свистят сразу, здесь дали поиграть. Но вот сейчас шайба покинул пределы площадки. Отметим, как сейчас здорово Казахстан распрямился сразу в быструю контратаку после вбрасывания в своей зоне. И сразу активно сыграли в чужой при этом. Сейчас как раз у ворот Василия Павлинского игра возобновится. Шайба прошла по бортику. В зоне Кузбасса она находится. Богданов потерял равновесие и шайбу. Нагулов. Пас на Дудченко. Снова Дамир Нагулов. Пока не могут кузбассовцы начать атаку в численном большинстве. А вот Лучик Казахстан здесь. был близок к тому, чтобы в меньшинстве забросить. Минута до появления Алапкарина. Кузбассу нужно что-то менять. Ну, пока поменяет Кузбасс пятерку. А Казахстан как раз четверку свою тоже поменял. — 40 секунд у тех, кто появился сейчас на льду в составе новокузнечан. Остается на то, чтобы численное преимущество воплотить в гол. Еще одно жесткое столкновение. Прижимая шайбу там к бортику. Кузбасс борьбу выигрывает. От Нагулов бросок, ну, по центру и выше ворот. Казбанов еще издалека, мимо. Алапкарин уже готов выходить на лед. Лишнее, мне Казбанова. Передача. Перехват, Алапкарин. И сразу Казахстан пытается убежать в атаку. Амир Алапкарин. Нет, здесь до шайбы не добирается. Сам падает. Лычко один в чужой зоне. Но сегодня такой фирменный проход Лычко. Раз за разом упирается в соперников и теряет шайбу. Павлинский прижимает ее к льду. Ну, несколько хороших моментов мы сейчас увидели все-таки в атаке у Кузбасса. Ну и не менее интересными моментами ответил Казахстан. Игрой в меньшинстве. Да, не хватило точности броска, ну и, наверное, не факт, что даже будь они точными в створ ворот, что они стали бы результативными. Потому что все равно в контролируемую для голкипера зону шайбу отправляли оба раза. Сборной Кузбасса. Подбор за Кузбассом. Пошел вперед Семен Герасимов, его на лед положили. Миндубаев первым будет на шайбе, избежал проброса. Пахачев вывел шайбу из зоны. Аньяев очередной силовой прием сегодня раздает капитан кузбасской команды. А здесь офсайд. Шайба на синей линии.
задержалась и в итоге положение вне игры. Еще раз смотрим за броски в большинстве от кузбасской юношеской команды. 2007 и 2008 года рождения у сборной Казахстана. Только 2007 лишь Бексултан Макыш 8-го. Атагулов бросил шайбу в чужую зону, вышел Шайков из ворот и сыграл по борту. А у команды Казахстана проброс. Тоже активный подсказ с тренерского мостика сборной Казахстана. Там и Георгий Верещагин, и Даниил Лысый очень много и громко разговаривают с своими подопечными. Не удалось сейчас выиграть сбрасывание в чужой зоне Жуликову. Но шайба остается на территории казахстанской команды. И перехват. Мукашев пошел вперед, но его коллективно Кузбасс обокрал. Ну, взаимные такие ошибки в средней зоне. Потеря шайбы. Да, но Кузбассу вот эта успокоенность в игре, которая наступила, она вообще ни к чему. Наброс Жуликова! Момент удаления будет у Казахстана. Ну, сейчас можно было сравнивать счет. Да, там неприятный рикошет был от своего же игрока у Казахстана. Ну, давайте смотреть. Простой, казалось бы, наброс, и Жуликов шайбу подбирает. Мукашев наказан. Совещание в центре площадки устроили арбитры. А о чем говорят, интересно? Нам бы микрофон туда. Кстати, в НХЛ и в КХЛ такая практика существует. В каких-то матчах. дают Арбитры объясняют свое решение. Вот в КХЛ они просто вслух говорят его. Не, а бывает еще, что прям микрофон вешают, чтобы было слышно звук арбитра, выводят в эфир. Такие матчи тоже бывают показательные. Ну, чтобы показать работу арбитра. Так, в итоге просто малый штраф для Мукашева, 2 минуты и все. Я не понимаю, какие были альтернативные варианты в этой ситуации. Ну, может, булит. Решали назначить или нет. Верещагин с ними не согласен. Вот и накаляется обстановка. Накаляется обстановка. Да, недовольны тренерский штаб действиями арбитров матча. Ну, они просто не согласны с решением. Еще Нет одно еще. удаление. Да, за что второе-то? Это интересно. Но в четвером, как из сборной Казахстана. Да, Корней Корнеев еще на скамейке оказался у Казахстана. Нет, не Корнеев, это защитник Даниил Медведев. Если я не ошибаюсь. Или вообще 5-й номер Макыш, да, это нападающий. И Султан Макыш в четвером сборная Казахстана. Ну, видимо, за разговоры кого-то еще отправили так на дисциплинарный штраф. Да, Макыш наказан дисциплинарным штрафом. 10 минут он не сможет принимать участие в этом матче, но это не влечет за собой сокращение состава игроков на площадке. Пархачев. Бросок низом. Пархачев в подборе. Первый перевод на Хананьяева. На синюю линию. Бросок выше ворот. Снова Хананьяев. Дальний бросок. Отскок. Шайба на пятаке. Чиняков.
Бросок Караньяева, Шайков. Играет вот тут что-то. Шайба улетает на трибуны, попадая в одну из болельщиц. Слава богу, по касательной, потому что можно было сейчас... Ну и вот даже в меньшинстве действия Казахстан все равно не прижимается к воротам. Мы видим там все равно одного или двух игроков, которые смещаются к синей линии, тем самым не давая тут похозяйничать Кузбасс в зоне. Да, обязательно по шайбе работают 1-2 человека и хорошо перемещаются остальные при этом. Вот бросок, гол! Кузбасс сравнивает счет! Реализовали большинство! У нас все трясется на трибунах, просто вскакивают. Кирилл Богданов попадает в дальнюю девятку. 2-2. Кузбасс сравнивает счет и использует численное большинство. 2-2. Сейчас будем смотреть этот момент. Ну, валидольные, конечно, у нас матчи, где играет Кузбасс. Давайте смотреть за атакой в большинстве. Здорово разыграно попадание, да? Да, в самую девятку еще закрывали там видимость голкиперу. Возможно, мы из-за ворот сейчас момент посмотрим. Да, и не видел бросок. Голкипер сборной Казахстана. 2-2. Вот это да. Высматривал справа, а шайба летела в этот момент влево от вратаря сборной Казахстана. Все самое интересное у нас начинается только сейчас в игре. Ну и по трибуны тоже заводятся. Оживились, да? Но вот неспроста не был недоволен решением арбитров Верещагин. Как будто чувствовал, что это приведет к каким-то последствиям. Привело 2-2. И играть еще 11,5 минут. Казахстан сейчас перехватывает шайбу, вбрасывает ее в чужую зону. Едет в прессинг. Алихан Бакыт. Там падение, нет нарушения правил. И Бакыт все виду показывал, что действительно не стремился нарушать. А вот это выброс через центр зоны, бросок. Принимает на себя хоккеисты Кузбасса. Какая игра-то у нас пошла вообще открытая, с моментами. На самом деле это просто нервы, это даже не атакующий хоккей, а просто сейчас все очень сильно занервничали. И хозяева... Да, спортивная злость у Казахстана. Ну а здесь на фоне заброшенной шайбы кураж у Кузбасса. Ну, большая ответственность за каждую ошибку теперь на плечах каждого из хоккеистов обеих команд. Хороший перевод на Нуржанова. Тут вдоль ворот. Опаснейший момент у ворот Павлинского. Синяков. Ох, здорово разбирается в углу площадки защитник сборной Кузбасса. Входит в чужую зону, сам бросает, но это не опасный бросок. Тем не менее, в любом случае отмечаем действие 96-го номера кузбасской команды. Еще момент с броском. Да. Начинают атаку кузбассовцы. И хорошо проходят здесь. В зону входят. И да, здесь сейчас все равно поборются за шайбу, да. Она выскакивает, кстати, на пятачок. Это вот то, чего Казахстану не нужно допускать. Здорово играет Дученко, встречая на синей линии роскошным хитом соперника. И шайбу отбирают. Правда, это не помогает Кузбассу начать атаку. Казахстан сейчас в некоторой степени деморализован. Тем не менее, я думаю, что вернуться в игру нужно пару-тройку смен сейчас перетерпеть. Мендубаев вошел в чужую зону. Дронов.
поддержал атаку. Ну, на этом все. Заново придется сейчас Казахстану. Ибрагим потерял. Не удается пройти от Нагулову. Глухих бросок не получается сейчас у Артура. А это проброс. Проброс у команды Кузбасса. Да, несколько хороших отрезков провела команда Казахстан. Вот смотрим за атакой Кузбасса. В одиночку там проходил. Синяков это делал, да, и Да. еще один бросок. И вот здесь было, могло быть опасно. Ну, а это момент Артур Глухих, который еще и Дудченко так опережал по скорости. Сейчас Кузбасс выбрасывает шайбу из зоны. Дудченко теряет шайбу, но подстраховка вовремя успевает. Хороший проход Жуликова. Бросок. Шариков отбивает перед собой. Вот этого раньше не было у голкипера. Неужели сейчас и вратарь сборной Казахстана начал нервничать? Никто не успел забивать сейчас на части Шайкова, поэтому игра восстановилась в ворот Павлинского. Корнеев после выигранного вбрасывания попытался сразу шайбу направить в створ. Не получилось. Герасимов оставляет партнеру. Прохачев не сумел. А в этой атаке что-то придумать. Тем не менее, шайба остается во владении хозяев. Кананьяев идет прессинговать. Третий матч играет Кузбасс, и третий матч развязка происходит в третьем периоде. Ну вот неужели мы сегодня еще один овертайм увидим? Бросок Герасимова выше ворот. Вполне возможно. У Кузбасса действительно есть характер у команды. И мы это отмечали еще по прошлым играм. Ну а сегодня очередное этому подтверждение. Другого просто в третьем периоде развязка не наступает. Развязка наступает, как правило, уже за его пределами. Ну это понятно. Я имею в виду, что да, все моменты, которые приходятся на реализацию, у нас происходит в третьем периоде. Ну и там уже дважды Кузбасс играл в овертайме. И дважды не повезло ребятам из Кемеровской области. Атнагулов в чужую зону вошел. Богданов пытается помогать. Снова Атнагулов уходит от опекуна. Дальше что передача? Это была передача на Дудченко. Но здесь Богданов в себя верит. И бросок снова не фиксирует шайбу Данай Шайков. Поэтому позволяет хозяевам продолжать атаки. Ошибка. Ошибка Казахстана, и тут ошибка тоже у Кузбасса, у синей линии. Череда ошибок у нас Да, получается. Жуликов попытался, покусался там с соперником. Глухих выбрасывает шайбу из зоны, это будет проброс. Только если Лычко, конечно, сейчас доехал нормально. А то сначала в развалочку, когда понял, что партнер уже, вернее, соперник висит на плечах, пришлось ускоряться, это Дронов был. Да, бросок Герасимова здесь неточный. Казбанов ставит корпус, бросок с дальней дистанции мимо ворот. Мы будем считать диагональным переводом. Кананьяев боролся. Жуликов. Лычко. Удаление у сборной Кузбасса. За блокировку наказан Владислав Жуликов. За 5 минут 50 секунд Казахстан получает то, что у него получается отлично. Большинство.
Да, совершенно ненужное удаление, тем более в зоне атаки там. Посмотрим. Ну и сразу появляются те ребята, которые здорово в большинстве действуют. Саркенов, Нуржанов, Корнеев, Симахин и Друглишвили. Шайба улетела за пределы площадки после касания борта. Еще одно вбрасывание будет. Недалеко от ворот Кузнечан. И снова сборная Казахстана выигрывает его. Высокий наброс от Раты Дурглишвили. Саркенов на борт. Попытка отдать на пятачок. Дурглишвили. Опять прицел сбит по вертикали у 4-го номера сборной Казахстана. Ошибка. И момент возникает у Кузбасса. Бросок! Шайков вручает. Возможность выбросить шайбу из зону. Хозяев делает это. От Нагулов. Да, и меняется частично четверка у Кузбасса. Еще минута, даже чуть больше на розыгрыш большинства. У Казахстана свое прошлое они реализовали за 3 секунды до завершения, напоминаю, поэтому глаз на глаз нужен. За гостями при розыгрыше численного преимущества. Атака Казахстана расположились в зоне, но одна передача неточная, и удается кузбассовцам шайбу из зоны выбросить. Как бы наша игра сегодня не закончилась, хочу сказать, что вот 2 игры и 2 очень тяжелые игры для сборной Кузбасса. Буквально очень, ну, не знаю, с равными соперниками. Тут, ну, очень сложно. И все упорно в борьбе. Ладно бы проигрывали там уже совсем, когда руки опускают, а здесь же нет. Бросок. Ох, моментище какой у Казахстана. Да, Кузбасса со всеми командами, кто бы это ни был, Дальневосточный федеральный округ, Якутия, Казахстан играет на равных. В этом есть как плюсы, как и минусы, но никому не уступают на голову. Удалось выстоять в меньшинстве команде Ильи Захарова и Евгения Кузьменко. Вот момент, но не дают Жуликову бросить лежащая на льду клюшка игрока сборной Казахстана. По-моему, это Медведев был. Она спасает команду от больших неприятностей. Саркенов. Чиняков. Бросок издаля, и Павлинский здорово реагирует. Герасимов. Здорово! Прокачев и правильно по мысли пас на Хананьяева, но не дошла передача. Еще один перехват. Герасимов! Здорово делал Герасимов, но щитки на лед положил голкипер сборной Казахстана сейчас неспроста. Прокачев. 2:30 до конца 3-го периода, до его завершения. Корнеев. Шайба тоже попала в щитки. Павлинскому. Меняется тройка. Атагулов! Ох ты! Какой момент Дамир упускает! Великолепный шанс. Сам все создал, обыграл защитника. И низом бы отправил шайбу, и все. Но наоборот предполагал, что сейчас сядет на щитки, как и должен был делать в этой ситуации вратарь, но Шайков остался в стойке. Хоккейная фортуна на стороне Казахстана сегодня.
Ну это так. А если серьезно, то голкипер, конечно, в этом моменте сыграл потрясающе. Да, последние минуты третьего периода уже пошли. Перехватывает шайбу сборная Казахстана. Макыш. Бросок в ближний. Не точно. Но если дело у нас доходит до овертайма, то, ну, по статистике, конечно, тут Кузбасс дважды проиграл. Но статистика вещь неблагодарная, а хоккей — это игра все-таки такая. Игра. Что? Остановка, вбрасываем в средней зоне. Тут дальше дело, Кузбасс проиграл в овертайме один раз, а один раз сыграл в ничью и дошел до буллитов. Да. Так что не такая уж и плохая эта статистика на самом деле, тем более, что она принесла такие нужные очки, которые сейчас позволяют еще кузбасской команде быть на плаву. Но для этого нужно в любом случае дожимать соперников, как бы это ни было, в основное время в овертайме или в буллитах. В случае, если команда Кузбасс проигрывает в овертайме или по буллитам, какие шансы? Шансы Были. попасть в полуфинал никакие. Ну все. Только победа. Вошли в зону кузбассовцы. А здесь вот, Могло быть удаление у Кузбасса да, могло. за блокировку. Нуржанов. Пас вперед. Пошли в атаку. Саркенов. Упустил шайбу. Ну и Кузбасс тоже так сейчас ошибается. Последняя атака. Попытка бросить Жуликова. Гол! 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 Владислав Жуликов за 14 секунд до финальной сирены выводит Кузбасс вперед. Что это такое? Боже мой, фантастика! Давайте смотреть, ну я просто в шоке от увиденного. Вот момент, это начало еще вот этой последней атаки. Сейчас тайм-аут, естественно, берет сборная Казахстана. 14 секунд нужно продержаться. Жуликов вывел свою команду вперед. Вот момент, шайба влетает в ворота. Давайте пораньше покажем еще заброшенную шайбу. Да, сам бросил, сам добил. И никто не помешал. Просто удивительный момент. Кузбасс доминировал в третьем периоде. 12-5 по броскам в створ. В целом по этой встрече 31 бросок кузбассовцы нанесли. Соперники ответили 26. И сейчас последние секунды. И все! Кузбасс выходит в полуфинал! Кузбасс будет бороться за медали против сборной Уральского федерального округа. Да, вот эта игра, вот это просто праздник хоккея, даже несмотря на то, что такая она получилась. Но, конечно, там сборная Казахстана сейчас... Можно только посочувствовать. Да, гостям. расстроены игроки. Но здесь добавить нечего. Кузбасс в равной борьбе, уступая по счету 2-0, выигрывает и становится полуфиналистом этих игр. Команда Кузбасс. Таким образом, в полуфинальных парах встретятся сборная Кузбасса и сборная Уральского федерального округа. А во второй
полуфинале сборная Сибирского федерального округа будет встречаться с командой Дальнего Востока. На этом все. Поздравляем Кузбасс с победой. Казахстану большое спасибо за борьбу. Для вас эту встречу комментировали Егор Филатов и Сергей Пичугин. Увидимся на хоккее. Пока. Хорошей вам рабочей недели, смотрите хоккей и будьте с нами. Всем пока.